Добрый день! В этом году, 27 июля, вся Россия и, конечно, вся Якутия отмечает юбилей Владимира Галактионовича Короленко. Короленко, э, имя Короленко для нас знакомо с самого раннего детства. И это человек, имя которого с момента открытия нашего литературного музея имени Платона Алексеевича Аюрского есть в истории нашего музея. Человек, так полюбивший нашу Якутию, он о ней всегда вспоминал, тосковал, но последних дней своей жизни не прекращал переписываться и со своими любимыми ангельцами. Ну, или там дети подземелья, или другие его произведения, которые знакомы нам с детства, со школьных лет. До сих пор они трогают наши сердца, но проходит время, все-таки начинаешь для себя открывать и другие стороны, как бы, ну, можно так, наверное, сказать, об его произведениях. Я попробую сейчас это рассказать по слайдам. Назвала свой видеорассказ «Неизвестные герои произведений Короленко». Это неспроста. Из его биографии известно, что Владимир Короленко прибыл в Амгу 1 декабря 1881 года. К моменту его прибытия слобода Амгинская была заселена местными якутами, объякутившимися русскими крестьянами и татарами. В его произведениях сохранилось очень много имен, и есть и татарские имена, и он очень живо, как будто вот даже читая его произведения, видишь всю Амгинскую слободу того времени. Вот. И кроме того, была небольшая колония полицейных, их имена тоже известны, Короленко о них очень много писал. Вот. Он сперва жил в юрте Файнштейна и Папина, они отбывали ссылку 1880 года, а затем он переселился в юрту Захара Сакунова, объякутившегося русского крестьянина. Захар Сакунов тоже нам, его имя известно с самого раннего детства, поскольку он герой первого и ставшего очень известным рассказа, святошний рассказ называется, назвал он. Вот. Есть такая маленькая книга, но она очень хорошая, Короленко в Амгинской ссылке, материалы для биографии. В 1947 году была издана. Эта книга не теряет актуальности и сейчас, и на будущие времена, потому что в этой книге есть и рисунки его, и вот истории моего современника, вот эта книга, как Короленко сам сказал, в этой книге я пытаюсь вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражались в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Но это очень интересное произведение, многотомное. Кто интересуется жизнью и творчеством Владимира Короленко, мне кажется, вот это должна быть одной из любимых произведений Короленко.
И никогда не думала, что для себя открою его героев, можно сказать, его, ну, и что вот в моих поисковых работах некоторые из его знакомых как-то органично пишутся в очень такие большие проекты. Допустим, в 2016 году в Национальном художественном музее открылась выставка «Путешествие в седьмой век». И кто был, наверное, помните, когда вот композиция, ну, первое название «Летний праздник якутов», а так известно как композиция «Усехта», изготовленная из бивня мамонта в 1867 году. Вот. И когда пыталась найти автора этой композиции и участника Всемирной Парижской выставки, я вот неожиданно для себя открыла вот такое. Татьяна Андреевна Афанасьева, если кто знаком с биографией Короленко, знает, что это он в Амге, в Ангинской Слободе, вот с Афанасьевыми он там подружился, тем более Татьяна Андреевна устраивала вот такие нелегальные собрания сильных, а учениками Короленко тогда были и ее дети Ганя, Таня и Коля, и сын Полицейного Николая Васильева Виктор Николаевич, очень известный этнограф. Вот. И вот рисунок Короленко, он так образ ее создал. И замечательное воспоминание оставил ее младший сын Николай. Без Николая Егоровича Афанасьева мы без упоминания его имени многие наши мероприятия, можно сказать, не проходят, ну, допустим, 13 февраля, когда мы отмечаем День родного языка. Это человек, автор, составитель первых букварей, таких принимал участие в издании периодических изданий, очень историческая личность. К сожалению, от него потомства не осталось. Это заслуженный учитель, да. Вот. И потом он, наверное, в 1944 году первым написал воспоминания об Алампа, когда профессор Георгий Прокопьевич Башарин готовил книгу свою знаменитую. Вот это героический вот такой человек, это сын Татьяны Андреевны Афанасьевой. Короленко много писал и о старшем сыне Гавриле Гавриловиче Павлове. Те другие, Николай и Татьяна, они дети от второго мужа, а вот Гаврил Гаврилович Павлов, это вот очень рано трагически погибший ее сын. Его имя, скорее всего, имя его отца, Гаврила Прокопьевича Павлова, напрямую связано с композицией ИС, которая хранится в Британском музее. Дело в том, что был такой купец из родом уроженец Горного Улуса. Вот. Он собирал коллекции на свои средства и очень много, свыше 30 названий отправил на вот, Всемирную выставку в Париж в 1867 году. И он же заказал вот и композицию «Исех», и, кстати, отправил туда же и берестяную урасу. Это вот сохранилось на таких исторических открытках, изображающих
ну вот ход событий во время той выставки. А сын, вот Гаврил Гаврилович, родился после смерти отца. Надо сказать, что Татьяна Афанасьевна очень молоденькой вышла замуж за вдовца, вот за Павлова купца. И насколько была трагичная судьба этого купца, это только по архивным документам я изучала, даже издала небольшую книгу о нем, называется «Вечное поминовение». Это вообще такой уникальный был человек. Вот сын Гаврил Гаврилович, как писал его сводный брат Николай Егорович, был очень похож на отца. От отца-то не осталось фотографии, умер до того, как у нас развитие фотосалонов было. Вот. И такой шустрый, умненький мальчик. Вот. Вот читая письма Короленко Татьяне Афанасьевой, вот выявилась жизнь и вот образ Гаврила Гавриловича Павлова, как я уже сказала, с именем отца которого вот история нашей композиции «Усых» связана. А сама Татьяна Афанасьевна, ну тогда Николай Егорович о маме писал по духу того советского времени, но Татьяна, опять-таки, сама была совсем маленькой, когда ее отец умер. Он был письмоводителем в Верхнеделуйском улусе. Вот, мама выучила других детей, а вот эта младшая дочка вот по достижении совершеннолетия была выдана замуж за купца Павлова. И она рассказывала сыну, что очень стеснялась от убранства дома, от богатства. У них было несколько детей, но они все рано умерли. И последняя вот там была дочь Ирина, тоже умерла, и через совсем некоторое время отец умер. Может быть, и от первой жены вот дети как-то у него не выжили. Сын от первой жены, тоже рано умерший, тоже умер очень рано. Ну, есть такие документы, которые очень сложно читать. Это вот и завещание, и опекунство вот семьи Павлова. И имя, конечно, Татьяна Афанасьевна там везде всегда присутствует. Она вышла замуж потом за Егора Алексеева, Афанасьева, и они выехали вот Амгинскую слободу, и там тоже муж трагически умер, и вот она одна вырастила детей, в том числе вот такого незаурядного человека, как Николай Егорович Афанасьев. А дочка вышла замуж и выехала за пределы пути. Вот это такое вот по письмам выявилась вот такая интересная судьба интересных людей. Амгу вот 1880-х годов начала изобразил Короленко вот таким образом. Видите, там есть церковь, вот дома и юрты. В общем, вот такой была Амгинская слобода. И я очень благодарна, когда семье Владимира Ильича и Марфы Алексеевны Сызых, это тоже очень такая уважаемая семья в Якутске была. К сожалению, Владимира Ильича с нами нет. И вот он попросил поискать его родословные, откуда они прибыли, сызухи, и где можно найти их еще родственников.
И я тогда тоже не знала, откуда я могла знать, что вот именно в работах, в произведениях Короленко найду их прародителя рода Сизых. Вот они, Сизыхи, родом из Иркутской области. В Иркутской области Сизухов, оказывается, называют соль земли. Владимир Иванович Ильич когда-то был в Иркутске, и он очень удивился. Вообще он по болезни и в годы войны не смог выучиться, но самообразованием он достиг тех знаний, которым могут многие позавидовать. Он был и коллекционером, и и мастером золотыми руками. Не было такого, чтобы он не умел делать. Вот. И это мы в 2009 году в Краеведческом музее во время открытия выставки семейных раритетов. Вот тогда вот они пришли, потомки Сизыхов. Они и дома встречались, и когда кто-нибудь находил еще кого-нибудь из родни, приводил, знакомил. Дело в том, что 30-е годы не прошли мимо этого рода, многие были репрессированы и, конечно, скрывали свое родство с другими. Ну, в целях как-то сбережения своих дорогих людей, может быть. Вот Владимир Ильич и Марфа Алексеевна, у них вообще тут в их доме и картины, потому что они лучшие друзья художников, очень много лет работали в фонде. Было такое учреждение. И вот эти родословные по фотографиям Владимир Ильич вот так делал. С одной стороны, он очень близко, по родству, да, с народным художником Иваном Васильевичем Поповым, поскольку он внук его родного брата, священника Иннокентия, последнего священника Тульской Преображенской церкви. Гордость рода за Сизухов, конечно, Сергей Никонович. Краеведческий музей, даже премия у них есть имени Сергея Никоновича, и кто с ним работал, кто его знал, кто его читал, вообще вот за очень такого краеведа, считают, сильного. И у Сизухов, у всех, какая-то вот такая тяга к поисковым работам. Они все, вот сколько я была на встречах с ними, я вообще удивлялась. И коллекционированию, и потом они очень хорошие меценаты. Все, что собирают, они очень многое дарят музеям. Вот знаменитый святочный рассказ «Сон Макара». Короленко написал зимой 1883 года. Но он начал работу, в основу которого положено реальные события и факты. Да. Первая публикация рассказа в 1885 году, и сразу эта книга стала такой знаменитой, можно сказать. Вот юрта Сыкунова, опять-таки рисунок Короленко. Вот здесь он жил и так интересно рассказывал. У Сыкунова жена была якутка, как они иногда ругались, но ругались в кавычках, поскольку они не кричали друг друга, они песнями ругались, это как положено. Допустим, жена пела все свои эти
обиды высказывала, потом Захар отвечал. Ну, в общем, это Владимир Короленко так интересно все это описывает. Знаменитая фотография Захара Сукунова, он потом, когда была издана книга, когда стала она знаменитой, он даже сам себя называл, приезжим представлялся, я сон Макара. Вот даже вот такая почтовая открытка была, сон Макара. И есть, когда вот умер Макар в лесу, замерз, и это уже из рассказа. Яркие добрые звезды заглядывал из синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: вот видите, бедный человек умер. Над самым телом Макара, а тут дальше пишет, что Макар вроде умер, но он пробудился, когда его толкали ногой, а толкал его ногой старый пупик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом. Снег виднелся на меховом бергесе, на шапке, на плечах, в длинной бороде попа Ивана. Всего удивительное было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому 4 года. Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара, никогда не требовал даже денег за требования. Ну и Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны, и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил мало. И опять-таки показываем вот эту церковь Ангинскую Преображенскую. Она была построена в 1824 году на средства прихожан и священника Алексея Дичковского, иногда пишут Дичковского. Он считается как из малороссов, но прибыл опять-таки, скорее всего, из Киринского храма. Вот. И церковь была, здание храма было деревянное, будто описание их, престольное, обеспеченное церковной утварью, но к 1911 году, нуждавшиеся в ремонте, иконы иконостаса были написаны верхнеудинским мастером Мурзиным. Мурзин – это был великолепный иркутский иконописец. Он у нас и мужской монастырь, его иконы там были, и кто его видел эти иконы, все восторгались мастерству Мурзина. В Иркутске сохранилось совсем мало икон, по-моему, 2 или 3, но действительно очень вообще мастер высокого класса. Но, к сожалению, о его личной жизни почти что ничего не известно. Ну и эта церковь сгорела в 1931 году. Вот, и как-то вот у фотографии, видимо, и не сохранилось, значит, мы эту церковь видим на рисунках Короленко. И в этой церкви служил священник Иоанн Петрович Сизых, сын Пономаря, обучался до класса словесности в Иркутской духовной семинарии. В 1841 году определен дьячком града Иркутской Владимирской церкви. 1 ноября 1842 года по прошению переведен к Архангельской церкви. 21 февраля 1847 года переведен в кафедральный собор псаломщиком и певчим архиерейского хора. 30 марта 1853 года по прошению переведен в Якутский Троицкий собор. Это тот собор, который сейчас возрождается. В ноябре 1853 года Иннокентием, значит, это Вениаминовым или святителем Иннокентием,
рукоположен во диакона Камгинской Преображенской церкви, 1 октября рукоположен во священника, в 1866 году награжден благословением за пожертвование в пользу бедных духовного звания. Читает и поет очень хорошо. В 1878 году ему было 55 лет. Жену звали Екатериной Дионисьевной, и умер священник в 1879 году. Значит, Короленко даже в этом точен. А если он написал этот святочный рассказ в 1883 году, то он пишет года 4 назад. Ну, получается, что даже в этом очень точную это называет годы жизни, как можно сказать, да. У него было очень много детей: Андрей, Агния, Николай, Екатерина, Александра, Анна, Александр, Анатолий, Иннокентий и Михаил. А вот сыновья, конечно, учились в духовном училище, кто псаломщиком, кто кем, кто священником. А вот только старший сын, он очень много беспокойства и горя принес семье. Почему-то он очень сильно пил. Его отец пользовался большим уважением у святителя Иннокентия, у нашего первого епископа Дионисия, и они участвовали в решении проблем с Андреем, поскольку отец, священник Иван, вынужден был писать на него рапорт. Но его определили на военную, в общем, выехал он в Иркутск служить, на военное обучение, можно сказать, да, а дальше следы теряются. И теперь, значит, очень у Николая, у сына, он стал тоже священником, много потомства у Михаила. Вот они встречаются как раз их потомки, цезухи. И сохранилась даже, видите, как фотография отца Николая Сизых. Николай Сизых и женой. А вот про девушку Владимир Ильич говорил, что это Варвара Аршакова. Ну, как-то я не уточнила до конца. Ну, вот так фотография сохранилась. Ага. Николай Иванович Сизых, 1848 года рождения. Он окончил Иркутскую духовную семинарию со степенью воспитанника и рукоположен. Сперва служил в Арагонской церкви, а вот в 1979 году был определен Камгинской Преображенской церкви место покойного отца, священника Иоанна Петровича. Видите как? А Иоанн Петрович, это Короленко очень так пишет, что он трагически погиб. Бедный священник, он, оказывается, тоже пил. И, в общем, сгорел в камельке, упал, когда дома никого не было. Его очень любили ангинцы, и, по всей видимости, даже любовь населения, своих прихожан, даже в рассказе Короленко он стал как бы писарем или секретарем у самого Бога. Большой Тойон называют, да, у Бога. И как раз он когда Макар умер, он его привел к Большому Тойону и записывал все грехи бедного Макара, его жизни. Там все было, и все. И так получается, что в рассказе, в святочном рассказе Короленко, Попик Иван, это действительно реальный человек, и его звали
Сизых Иоанн Петрович. Вот. А его сын, ну тогда было принято, я вот сколько изучала вот такие дела священников, если вот отец священник умирал, его дети обычно учились, конечно, в училище, потом оканчивали семинарию, но после этого они могли как-то решить свою судьбу по-своему, кто чиновником, кто кем, кто что. Но в основном, когда, если священник умирал, его место очень, я бы не сказала, заставляли, но старались, чтобы место отца священника занимал сын, тот, который вот учился в духовных учебных заведениях. Вот, и так получилось, что Николай вот вместо отца стал священником Ангельско-Преображенской церкви. И Короленко тоже вот история моего современника, и он когда описывает, как в Амге собирались, какие у них вечеринки проходили, он отца Николая так интересно расписал, и даже когда вот его, он как-то назвали его тупым. Я бы не сказала, что он был тупой, если он дал очень такое умное наследство, любознательное наследство. Ну, я так думаю, может, он не хотел стать священником, хотел как-то, может, по-другому решить судьбу. Но вот так получилось, что получилось, то получилось. И самое интересное, как Короленко пишет, отец Николай хорошо играл на скрипке. И тут надо вспомнить, что все сызыхи поют. И из них, по всей видимости, недаром же этот попик Иван, или священник Иоанн Петрович, архиерейском хоре Перуги, и потомство вот такое голосистое, а вот его потомка Владимира Ильича Сизых художники всегда называли золотым голосом Худфонда. Замечательно пел. Вот. И таким образом вот святочный рассказ открывает действительных, реальных людей, в частности, вот род Сизухов якутских. У Николая Ивановича супругу звали Анна Николаевна, дети Алексей, Андрей, Сергей, Илья, Александр, Михаил, Вера. Ну, с дочерьми как-то вот мы не могли, у них что-то, учительницами были, что-то, какие-то несчастья случились. А вот сыновья, Алексей стал священником, от него стал сын Степан, стал учителем, заслуженным учителем Якутии. Андрей, вроде бы как от него один сын остался, он был псаломчиком. Это участник Первой мировой войны, был репрессирован. Сергей, тоже священник. А Илья, вот отец Владимира Ильича, он стал учителем. Вот, очень такой человек был, его добрыми словами ученики вспоминали, тоже участник Первой мировой войны. Михаил тоже стал священником, и он оставил тоже потомков, которые сейчас тоже имеют и образование, и очень самодостаточные люди. Вот. Это вот дети Николая Ивановича. Вот. Они все в Якутске, когда учились, сфотографировались. Андрей, Сергей, Алексей, Александра и Илья Сизыхи. Это где-то 1895 год. Это все это
из семейного архива Владимира Ильича. Андрей Николаевич, ну вот я о нем коротко рассказала, псаломчиком служил. Ну вот как-то он развелся с женой, скорее всего, было дело, что она от него убежала, ну, эти их семейные вот какие-то дела, может быть. Ну, а дальше вот жизнь его так повернула, что он был в 30-м году репрессирован, выслан, и куда он окончил свою жизнь, никто не знает. Сергей Николаевич, псаломчик, у него дети Серафим, Василий. Вот про Василия как-то мы не искали, а вот Серафим это такой тоже человек, Серафим Сергеевич Сизых, участник Великой Отечественной войны. И он служил за как-то вот так интересно, я даже из якутян не помню, что была такая биография у человека. Он был, по всей видимости, с медицинским образованием и, в общем, служил в части, которая следит за ну, в общем, надзор, санитарный надзор. И где он служил, никогда вот никаких эпидемий, никаких вот заразных болезней не было. Это вот сейчас даже не родственники нашли, а вот есть, по-моему, такой бессмертном полку, или как-то вот так было. Так что вот такой героический Серафим Сергеевич был. И вроде бы как он тоже не имеет потомства. Вот Илья Николаевич, жены Лариса Иннокентьевна. Как я уже сказала, первая жена, она, когда он был на войне, она трагически погибла, рассказывали, что она утонула. Второй раз он, ну, двое детей остались, а второй раз он женился на дочери священника Иннокентия Васильевича Попова, ну, вот, родного брата Ивана Васильевича Попова. И замечательное потомство они оставили. Вот где, когда он учительствовал, тут и Совин есть, и Иван Васильевич есть, и сестры Давыдовы есть. Ну, и имена их, это известная такая фотография. Вот такие сизыфи, которые и не знали, что их прародитель стал героем рассказа Короленко, театричного рассказа «Сон Макара». А то как будто один только герой Захар Сокунов, а там вот именно Попик, трагически погибший и ставший писарем или помощником вот, Большого района. Это их прародитель, священник Сизых Иван Петрович. Еще в письме Татьяне Афанасьевне вот Короленко спрашивал, кстати, кто же остался в Амге, отец Алексей или Николай? Вот. А первым настоятелем Амгинской церкви Преображенской был Есенинский Алексей Михайлович, дядевский сын. О нем тоже вот истории моего современника, по-моему, там есть упоминание, что он остался вдовым, очень переживал из-за смерти жены, и у него было много детей. Это вот такой Алексей Михайлович действительно был. Как-то в других документах пишут, что он ему вот знаменитый наш протоиерей Дмитрий Попов, дядя, в родстве состояли, но тоже опять-таки через сестер, наверное, у отца Дмитрияна сестры были. Вот, и почему он в Тульском духовном училище, и, ну, он, известная вот его такая биография. А потомство тоже в 30-х годах натерпелись.
репрессированы были, и дочь, и сын, по-моему, вот. Тоже вот все это коснулось, и, конечно, старались скрыть свое происхождение. Ну, вот такие вот открытия мои собственные из жизни, из творчества Владимира Карладенко. И я очень рада, что мне как-то вот такие вот и с родом замечательным познакомилась, и вот мне в моих поисках вот именно его письма Татьяне Афанасьевне мне очень помогли. Да и вообще спасибо Владимиру Галактионовичу за то, что он был, за то, что любил нашу Якутию, за то, что очень переживал за якутский народ. И спасибо за внимание.